hold. Ну вот пока сейчас звучали все эти прекрасные речи, я сидела, смотрела на вас, смотрела на ваши лица, и мне кажется, вы такие замечательные, так здорово, что вы сюда пришли. I skal hjælpe mig med noget, hvad jeg vil gøre derhjemme. Vi skal lave en ny musik her i Politikanalen. Сейчас, прямо сейчас, мы хотим, чтобы на этом мастер-классе вы создали свою собственную библиотеку. Не удивляйтесь, потому что мы будем учить вас делать свои собственные маленькие книжечки. Da jeg tog herover fra København, så fik jeg et visum i min pas, jeg skulle have lov til at komme herover. Men i min kuffert, der lå nogle af mine venner. De har ikke noget pas, og de har heller ikke noget visum, så jeg var smuglet ind i Rusland. Вы знаете, наверное, что для того, чтобы приехать в Россию, иностранному гражданину нужна виза. Вот в паспорте у Елены теперь есть такая российская виза. Вот с помощью нее она благополучно пересекла границу. Но у нее в чемодане в это время лежало несколько ее друзей, у которых нет ни паспорта, ни визы. Det er nogle venner, jeg har på min tegnestue, min atelier, og som jeg kigger på hver dag. Så nu vil jeg præsentere dem for jer. Это ее друзья, которые живут в ее мастерской, с которыми она никогда не расстается, ни на один день. И сегодня она хотела вас познакомить с этими своими друзьями. Это один из них. Først, det er en robot fra Japan. Это робот, один из моих друзей. Den har ikke noget navn endnu, så det er jeg skal finde på navn. У него, к сожалению, пока нет имени, но, может быть, со временем я его придумаю. Den her figur, den hedder Svend Jensen. Det er min far. А вот эта фигура, это мой папа. У него очень длинное имя, но первое из его имен это Свет. Den her figur, den hedder Shiro Togo, og det betyder på japansk hvid mand. Han har ingen arme. Han gider ikke at bevæge sig selv. Han kan kun lide at rejse rundt. А вот эта третья фигурка, это на самом деле произведение искусства, потому что эта фигурка сделала сама перед временем. И у него японское имя, оно очень красиво звучит по-японски, но я, к сожалению, не могу его повторить. Но в переводе оно означает «белый человек». Så er der den her figur her. Den har jeg købt i Japan. Den har ikke noget navn, og der var ingen, der ville købe den, for den var så grim. Jeg har købt den og fundet den tilbage. Ja, så I skal finde på et navn. И вот последняя фигура, которую она показала, она была куплена в Японии. Og den her, det er en soja. Det er kun på soja. Den er til soja. Sojasauce. Да, это вот бутылочка такая для соевого соуса. Ну, это вы все сами можете сказать, что это такое, да? Så det er rigtig godt. Sidste gang, jeg var i Moskva, det var i 1979, da jeg gik i gymnasiet. Så købte jeg den her. Но на самом деле эта матрешка уже много лет, и ее я купила аж в 79 году, когда я в первый раз была в Москве. У нас был такой школьный тур в Москву. Вот с тех пор у меня хранится эта матрешка. Endelig, der plejer der at være en hel masse mindre af dem. Der er en Star Wars produkt. Да, ну, вы, наверное, ожидали, что там лежат много других матрешек, но нет, да, ваши ожидания обманули. Больше матрешек нет, она у меня одна. Ну, там лежит еще один мой друг. Så her, den er også banalt. И вот еще один Den har heller ikke noget navn endnu. Да, вот тоже такой герой из Японии. У него пока тоже, к сожалению, нет имени. Ну, пока не получилось придумать.
jeg er ude at finde nye historier til mine bøger, så er der mange, der spørger, har du så købt en taske med hjem, eller en fin kjole, eller nogle sko? Så siger jeg, nej, jeg har købt en ny. Ну, я на самом деле очень много путешествую, ну, поскольку это связано с моей работой, каждый раз, когда я пишу новую книгу, или, точнее, рисую иллюстрации, да, к новой книге, мне нужно провести достаточно много исследований, я много путешествую для того, чтобы получить опыт, посмотреть на разные вещи. И меня часто спрашивают, ты купила что-нибудь, какой-нибудь сувенир? Знала посмотреть? Может быть, какую-то сумку или там что-нибудь? Нет, я никогда не покупаю ни сумок, ни открыток, я всегда покупаю вот такие игрушки. Den er også banal. Når man slukker den, så bliver den selv selvfølgelig. Вот еще одна фигурка из Японии, и она интересна тем, что если выключить свет, она продолжает сама светиться. Og så den sidste figur, jeg vil vise jer, det er en helt særlig figur. Den har jeg først tegnet på et stykke papir, og så er den blevet 3D-printet. Ligesom man har en almindelig print, så kan man få det 3D. А последняя игрушка, которую я хотела вам сегодня показать, у нее очень необычная история. На самом деле, изначально я просто нарисовала ее на бумаге, но потом получилось сделать так, что ее распечатали в объеме. Да, вот есть такая технология, которая может сделать из рисунка, отсканировать его и выдать объемную фигуру на основе этого рисунка. И вот теперь у меня есть еще один мой новый друг. Navnet er Københavner instrumentbyrd nummer 1. Вот у нее очень такой необычный имя в этой фигурке. Это копенгагенское животное инструмент номер 1. Og den har lige lært at læse. И у него первый раз он учится читать. Men jeg synes, det er et problem, fordi den er så lille, og de fleste bøger er så store, så det er nu, at vi skal lave et bibliotek til Københavner instrumentbyrd. Så vi skal lave med 70-80 bøger nu her på en time sammen. Og Københavner instrumentbyrd ønsker sig en bogserie, hvor alle dens venner er tegnet. Så det er jer, der skal tegne de her figurer i dag. Да, и вот